Друзья, всем хороший добрый вечер. Хочу сегодня на ужин для меня и мамы запечь рыбу в духовке с овощами. Вы знаете, я даже не знала, что она у меня лежит, если честно. Оказывается, ну еще когда мама заболела, приезжал из Москвы мой племянник с женой, они мне привезли семгу. Ну, вот такую вот семгу, порционные кусочки вот такие вот. И я несколько раз маме делала их, ну, я, знаете, ну, не в духовке, я просто их в этой мантоварке на полу я готовила. И забыла, что у меня еще осталось. Сегодня разбирала свою морозилку и нашла вот эти два кусочка. И решила нам с ней приготовить ее. Ну, просто вы, наверное, будете смеяться, почему только вам двоим. Во-первых, кусочка только два, но во-вторых, ни мой сын, ни мой диверь именно вот такую рыбу, которая пахнет, не едят. Поэтому буду я готовить только для меня и для мамы. Но я сейчас посолю. У меня это соль, адыгейская соль. Вы, наверное, про нее знаете. Но я начала ей пользоваться буквально недавно. Никогда не пользовалась, просто сын пользовался ей, и мне понравилось, если честно. Так, у меня есть еще немножечко приправы для рыбы с лимоном. Тоже чуть-чуть добавлю для аромата. Такой приятный аромат в действительности от этой приправы. Прям запах вот травами. Хотя я не очень-то люблю разные приправы, разные травы, но в рыбу добавлю. Так, немножечко добавлю паприки. И немножко чесночного перца. И добавлю растительное масло. Хорошенечко все это промажу, чтобы рыбка вся пропиталась. Ну, я думаю, в духовке маме она с овощами тоже не повредит, чтобы ее не жарить, не запекать. А тогда я делала их на пару. Но она, правда, не очень-то любит, если честно, но я ее заставляю есть рыбу, потому что она витамин D, фосфор, все это ей нужно. Ее положение. Вот так вот, друзья. И пока оставим минут 5-10, пусть пропитается. Я вчера, когда шла, очень плохо, вот когда снимала ролик, как я мою посуду и что делаю, это было что-то, друзья, настолько медленно шла вода. А сегодня так вообще капельки только идут. Так, а тем временем нам надо и овощи тоже замариновать. Так. Значит, из овощей у меня есть баклажан. Я вот нарежу кусочками. Вот такие и не очень широкие, и не очень узкие. Также у меня есть кабачок, нозики. В принципе, я даже я не буду делать гарниры, на гарнир сразу пойдет этот кабачок. Ну, а мальчики, скорее всего, отварив картошку, сделают пюре из картошки. Они меня любят пюре. Можно. Так, вот так вот болгарский перец разных цветов. Это все у меня из своего огорода, друзья, еще урожай, который остался. Но уже все в огороде практически, уже кроме капусты и свеклы ничего нет. Сегодня видела, у меня и цветная капуста одна созрела, в этом году, правда, мало ее. Только 4 кустика у меня осталось. Так, также я крупно нарежу лук. Вот так вот.
Вообще в идеале было бы хорошо, если были черри-помидоры, которых не надо было даже разрезать. Но в этом году не судьба у меня с черри. Так вот. Сейчас я еще забыла подготовить, друзья, морковку. Так, и вот морковочку я почистила. И тоже нарежу так вот кусочками произвольно. Так. Ну и те же самые специи, кроме специй для рыбы, я добавлю и к этим овощам. Соль адыгейскую по вкусу. Так, немножко чесночного перца. Немножко паприки. Ну, по чайной ложечке. Ну, это смотря сколько у кого овощей, наверное. Ну и так на глаз приправлю маслом. И тоже все размешаю хорошенечко. И тоже оставлю немножечко, ну, минут 5-10, пусть постоит. А потом буду запекать. В принципе, если честно, для семги ничего и не надо. Рис, семга, такая рыба, что к ней не нужны ни овощи, ничего, а просто ее запечь и есть так. Особенно если ее запекать на костре, на гриле, это вообще обалденно. Вот. И малосоленую я ее тоже очень люблю. Девочки, мальчики, не знаю, кто меня смотрит. Но мы давно ее сейчас не едим, конечно, а раньше, да, мы ели. И покупали, и ели. Особенно, вы знаете, вот семга. Я первый раз так ела у своей снохи, которая живет в Москве, ну, брата жены. Она делает такое вот масло из семги, добавляет семгу, пропущенную через мясорубку, сливочное масло и на бутерброд намазывается. Друзья, это что-то, это обалденно, очень вкусно. Даже слюнки потекли, как вспомнила. Я у нее бывала, когда она так готовила. Было очень вкусно. Ну все, друзья, теперь немножко наши овощи постоят. И дальше уже я их положу в духовку. Вернее, положу в форму такую. И потом ставлю в духовку. Так, друзья, и вот я сейчас примажу формочку маслом. И уже простояли у меня и овощи, и рыбка 15 минут. И будем запекать их. Вот, оказывается, ложку я здесь оставила. Так. Не получается у меня поехать на рынок, купить помидоры. Опаздываю с соленьями. Очень бы хотелось кое-что сделать. Но пока свадьба племянника не пройдет, мне все равно некогда. Не буду заниматься этим. Целый день в доме тоже убиралась сегодня. Но снимать не стала, потому что времени не было. Так, ну, овощей получилось много. Но они, в принципе, уварятся. Их не будет так много, мне кажется. Но оставлять их тоже жалко. Так, видите, какого красивого цвета они, я не знаю, видно ли или нет. И вот так вот укладываем нашу рыбку, эти овощи. Так, кабачок остался. И на первые минут 20 я их накрою фольгой, а потом уже сниму фольгу и допеку уже без фольги.
я чуть-чуть разогрела, не сильно, потому что формочка у меня стеклянная. Боюсь, она лопнет. Так. И будем теперь выпекать, друзья, минут 30-40 рыбку и овощи. 170-180 градусов поставить надо в духовку в течение 30-40 минут. Ну, через 20 минут снимем фольгу и посмотрим, что происходит с нашей рыбкой. Так, девочки, вот 20 минут прошло. Да натирай, не жрайте, мне не мешай, что там яблоко натирает. Бабушка яблоко натирает на тёшке. Снимем фольгу. Ой, если бы можно было бы через телефон передать запах, друзья, это что-то. Это что-то с чем-то. А рыба, по-моему, уже все. Да, и овощи. Видите, морковка входит. Спокойно. Вилка. Все пропеклось, прожарилось. Но все равно минут 5 вот так вот без фольги. Я все-таки оставлю ее. Оставлю еще минут на 5. Рыбка моя будет готова. Так. А тут варится картошка для пюре. Я не нашла крышку этой кастрюли. Спешила и быстро положила любую, которая попалась. И вот сыночек мой пошел, купил хворост. Надо будет жарить хворост ему. Хочет. Вот так вот, друзья, проходит мой день. Творог я сделала. 4 штуки. Со вчерашнего, ну, вчера молоко, которое я показывала, пропускала. Вот из него сделала 4 творога. Вот так. Теперь у меня целая раковина посуды. Помою сейчас посуду. То пока рыбка пеклась, я ходила, доила корову, управлялась. Рыбка моя готова. Действительно, вам не передать запах. Друзья, и вот сегодня я решила все-таки сделать кабачковую икру, и покажу я вам ее. Рыбка была обалденная, которую мы поели. Если честно, даже сын попросился попробовать, до такой степени был аромат шел от этой рыбки. Так что, друзья, готовьте эту рыбку вот так вот, она очень вкусная. И, наверное, не обязательно готовить именно семгу. Можно, наверное, любую рыбу вот так вот на овощи положить и приготовить, и она будет очень вкусная. Так, а сегодня я хочу вот в действительности вам
показать, как я буду делать кабачковую икру на зиму. Значит, что для этого нам нужно? 3 килограмма кабачков. Вот я их помыла, почистила. 1 килограмм белого лука. Тоже почистила. Ну, если нет белого, то можно и обычный лук наш. Просто белый лук слаще, поэтому белый лук. Килограмм моркови. Морковку я тоже почистила. 7 зубчиков чеснока. 4 столовые ложки томатной пасты. 2 столовые ложки соли, столовая ложка сахара. Черный перец по вкусу и растительное масло для обжарки. По рецепту еще, друзья, идет зелень петрушки и укропа, но я обычно не добавляю, не знаю, потому что бывает, ну, зеленые вкрапления бывают в икре, но она не мешает, просто для вкуса, она же не будет как магазинная все-таки. Ну, не знаю, я сколько делала, я не добавляла зелени, друзья. Так, ингредиенты я вам сейчас показала, нарежу, покажу дальше и покажу процесс, как я буду делать. Кабачки я нарезала вот такими вот, большие кабачки вот такими полукружочками, поменьше, которые кружочками, лук полукольцами, морковку на крупной терке натерла, но с чесноком пока еще ничего не делала. Сейчас налью масло в сковороду и начну обжаривать это все, друзья. Сначала обжарю кабачки, потом лук и потом морковку. Так, вот все переворачиваю. С одной стороны нужно обжарить, с второй стороны. Обжарить они на среднем огне, просто сейчас они вот так вот маслом бросаются, потому что кабачки это все-таки водянистые. Ну вот и все. Все, что надо было обжарить, я обжарила. Все почти все подготовлено. Видите, кабачки почти все подготовлены. Они готовы. Что-то я сорвала у себя в палисаднике. Ну и морковь вот такого. И теперь будем соединять это все. Друзья, овощи, значит, у нас все пережаренные, они немного остыли. Я положила в стакан блендера кабачки и начала их измельчать. И вот таким вот способом мне нужно измельчить все наши овощи. Лук, кабачки и морковь, друзья. Ну, из этих кабачков, именно из этих ингредиентов, конечно, получится мало икры. Нам ее не хватит, я буду ее делать еще. Просто у меня сегодня были еще дела, по которым мне нужно сейчас поехать, как только закончу. Ну, вот все сделаю и покажу вам. Так, интересно, видно или нет, я не знаю. Вот такая кашица получается. Все, вот мы сейчас перемололи в блендере. Перемешала я морковь, лук и кабачки, перемолотые в блендере. И поставила на огонь вот в чугунной, у меня чугунная кастрюлька. Есть у кого вот с толстым дном кастрюльки, не обязательно чугунные. И вот на медленном огне, постоянно, часто помешивая, не постоянно, конечно, постоянно не устоишь 40 минут, 40-45 минут. Она обычно имеет такое свойство подгорать, так что надо будет часто мешать, подходить через каждые 5-6 минут, мешать. И в течение 45 минут она должна вот вариться у нас после закипания. Вот как только закипит, на медленном огне 40-45 минут должна кипеть. Ну а за 10 минут до конца приготовления мы добавим сюда и томатную пасту, и чеснок, и лук, и соль, и лук говорю, и соль, и сахар, и черный перец. Лук уже добавлен, я, извините, ошиблась. Ну вот, друзья, пока оставим ее, пока она не сварится. Потом я вам покажу, когда она уже будет готова. Покажу вам. И мы узнаем, сколько баночек из нее получится. Если честно, я не помню из одной порции, сколько получается, потому что последние 3 года я ее не варила. Пока я работала в кафе, я ее не варила.
Я так, знаете, крайне необходимые заготовки для себя делала. А вот такие вот, где можно, не то что, ну и немного времени-то, конечно, надо тратить. Ну, просто я их не делала, не знаю, как-то не заморачивалась. Вот так, друзья. Теперь будем ждать, пока наша икра сварится. Ну и вот видите, уже минут 20 у меня варится наша икра. Потихонечку я ее через каждые 5-10 минут вот так вот перемешиваю. Ну и вот еще поварится она минут 10. Я уже добавлю сюда специи и томатную пасту, друзья. Так, ну вот, друзья, уже 35 минут даже варится моя икра. Вот я добавляю 2 столовые ложки соли, столовую ложку сахара, щепотку черного перца вот так вот припудриваю. И добавила вот чеснок, пропущенный через чеснокодавилку, и 4 ложки томата. А теперь это все тщательно я перемешаю. И еще 10 минут она будет у меня вариться. И потом я разолью их в банки, которые я сейчас поставлю, ну и залью кипятком банки. Обычно я так делаю. Заливаю кипятком, крышки тоже. И они у меня будут как раз минут 10 постоять, пока не сварится наша кабачковая икра. Друзья, нам очень нравится. Когда первый год я ее приготовила, это вообще было... В действительности мы ее даже столько много поели, что потом уже долго не могли есть. Слишком много ее поели, нравилась она нам. Ну, вот так вот. Ну, еще один рис я, наверное, приготовлю. Вот такой, еще из 3 килограмм. Ну, скорее всего, и хватит. Много тоже не надо. Иногда, когда одно и то же много едим, то оно надоедает. Может быть, и дочкам приготовлю понемножечку. Ну, посмотрим, как получится. В принципе, это недорогое блюдо, тем более, когда кабачки свои. Если покупать, то, конечно, немножко расход какой-то бывает. Ну, если даже и покупать, кабачки сейчас дешевые. Вот так вот, друзья. Видите, какой цвет? Прям вот как у покупной икры получается цвет. Ну, вкус, конечно, не такой, как прям у купленной икры. Вы не думаете, что... Конечно, это приготовлено в больших емкостях. Ну, и по-другому, наверное, как-то. Я не знаю. Но все равно эта икра очень вкусная. Я вам рекомендую ее приготовить. Ну, хотя бы вот один вот такой вот замес. Попробуйте, сделайте. Потом уже будете знать, надо или нет. Мама, это на вкус и цвет, как говорится. Товарищей нет, все по-разному. Ну, нам нравится. Вот так вот, друзья. Все, теперь ждем еще 10 минут, пока она сварится. Вот так вот. Так, вот так вот я залила баночки кипятком, накрыла крышками. Они как раз как только сварится наша икра, пропарится. И это будет такого рода стерилизация. Обычно я так делаю. Я не держу их над паром или еще что-то. Вот так вот. Залила кипятком и пусть стоят немножко. Так. И наша кабачковая икра, друзья, готова. Все, видите, какой цвет красивый. Аромат чеснока еще такой. Я сейчас попробовала. Соль, сахар, все в меру. Перец тоже. И знаете, эта икра, в принципе, ее можно и в горячем виде есть, и в холодном виде тоже. Так, надо чесночок немножечко. Чеснокодавилка, видимо, крупно пропустила. Уберем. Ну так, друзья, все, теперь я буду заливать и закатывать.
Все время забываю лейку купить с широким горлышком. Сегодня ездила, хотела купить, забыла. Если я не запишу, что мне надо им купить, когда куда-то я еду, то обязательно что-то забуду. Обычно, знаете, я как делаю, хожу, ну, обычно дома, хожу и раз вспомнила, что вот у меня вот это закончилось, то закончилось, и у меня лежит ручка и листочек на подоконнике в кухне. Лежит один, в комнате лежит один. Чтобы вот по ходу вспомню, что вот этого нет. И я записываю в течение там недели, что мне надо. Так, баночка одна готова. Так вот, друзья. Друзья, я рыбу готовила вчера, снимала, а икру сделала сегодня уже. И, ну, смонтирую и отправлю одним роликом. Как-то так у меня получилось. Сегодня не было воды. Я съездила на Грань, пока не было воды. Хотела кое-что купить, но не получилось у меня, короче. Купила что, но хотела вообще-то не я хотела, девочки хотели, чтобы я купила на свадьбу что-нибудь из одежды. Но я поехала поздновато, и я уже поняла, что я, в принципе, ничего не куплю, такое время потрачу. Не стала ходить, что-то искать, покупать. Буду в чем, что есть у меня. Ничего страшного. Как-нибудь потом куплю. Хотя дочка звонила: мама, ну купи, я тебе доложу, если у тебя нету. Мне, если вот что-то покупать, то нужно очень долго ходить, если честно. Я выбираю очень долго. Хожу по рядам, несколько раз прохожу, спрашиваю. Если там такая же вещь еще вижу, то прицениваюсь, у кого дешевле, у кого дороже, у кого там качество лучше. Потому что, в принципе, покупаю редко. И хочется, чтобы было все в норме. Вот такой у меня характер, не знаю. Хотя уже в нашем возрасте какая разница, лишь бы так. Более-менее. Так, 4-я баночка. Не знаю, сколько получится. Сначала помыла, поставила 4 баночки, потом думаю, вдруг будет больше. И поставила с кипятком еще 2. Но еще одна, наверное, будет, если даже не полная, но ничего. Не полненькую, наверное, будем есть. А цвет икры, друзья, я не знаю, передает ли телефон. Он действительно такой, как будто бы вот покупная икра. Икра из магазина. Так, куда же я крышечку делала? А, вот. И вот, друзья, у меня из этих ингредиентов получилось 5 700-граммовых баночек вкуснейшей кабачковой икры. И вот так вот мы ее переворачиваем. Просто вот это вот не такая яркая, потому что там баночка синего цвета, и она не такая желтенькая. Вот так. Я даже сама довольна своей икрой. Вот так вот, друзья. Готовьте. Это очень вкусно. И, в принципе, не очень-то сложно. Ну вот, как-то так, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И кто подписался, оставайтесь со мной. Друзья, очень благодарна всем, кто на моем канале, кто за мной смотрит, кто за мной наблюдает, кто пишет комментарии, кто лайкает. Большое вам спасибо. Действительно, это огромная поддержка с вашей стороны. Мне очень это нравится. И я постараюсь, чтобы и в дальнейшем вам нравилось то, что я делаю. Ну вот, как-то так.